Доброе утро, мы продолжаем. И у нас в гостях Зоя Пещальникова, заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Ахитовском районе Казани. Сегодня мы узнаем о пенсионном обеспечении граждан, прибывших из стран государства СНГ. Доброе утро. Зоя Федоровна, вот миграция населения бывших республик Советского Союза происходит постоянно, в том числе и лиц пожилого возраста. Вот как же решается вопрос их пенсионного обеспечения? Здравствуйте. Данный вопрос решается в соответствии с соглашением о гарантиях прав граждан государств, участников Содружества независимых государств в области пенсионного обеспечения. Данное соглашение заключено 13 марта 1992 года, а также на основании международных договоров с бывшими союзными республиками. Основой таких нормативных документов является постоянное проживание граждан на территории Российской Федерации. То есть пенсионное обеспечение производится на основе того законодательства, где эти граждане постоянно проживают. Это касается не только пенсионеров, которые вновь выходят на пенсию, но и тех граждан, которые по прежнему месту жительства получали пенсию. Единственной республикой, с которой не заключены нормативно-правовые документы в этой области пенсионного обеспечения, является Республика Азербайджан. Граждане, прибывшие из Республики Азербайджан, выходят на пенсию на основании действующего российского законодательства. Вот так. А будет ли назначена пенсия, если прибывший не является гражданином Российской Федерации? В соответствии с российским законодательством, иностранные граждане и лица без гражданства также имеют право на пенсионное обеспечение. Документально подтверждается это видом на жительство с отметкой о постоянном месте проживания. Данный вид документа выдается Федеральной миграционной службой. Гражданам Российской Федерации данная пенсия может назначаться без отметки о регистрации по месту постоянного проживания, но с обязательным документальным подтверждением регистрации по месту пребывания. Вот так. Ну хорошо. Вот предположим, гражданин, прибывший в Россию на постоянное место жительства из стран СНГ, находится в предпенсионном возрасте. Что вы можете ему посоветовать или вот подсказать о правилах назначения пенсии? В первую очередь хотим рекомендовать гражданам, которые решили переехать на постоянное жительство в Российскую Федерацию, уточнить, какие документы необходимо будет предъявить при назначении пенсии, а также получить их до выезда в другое государство. То есть уже с готовыми документами? Конечно, да. То есть более подробную информацию можно получить в любом территориальном управлении пенсионного фонда, а также на сайте пенсионного фонда. Хочу отметить, что специалистами пенсионного фонда принимаются документы о стаже работы за период до 1 декабря 1991 года, за периоды работы в странах СНГ, без дополнительного уточнения в связи с учетом того, что эти документы правильно оформлены. А вот после распада СССР, после 1 декабря 1991 года, периоды работы подлежат обязательному уточнению в компетентных органах бывших союзных республик. А данные о заработке подлежат обязательному уточнению вне зависимости от того, какие периоды работы указаны в этих справках. Еще хочу отметить, что данный порядок приема документов касается граждан, которые прибыли вне зависимости от того, в какой период они прибыли на территорию Российской Федерации. То есть в этом году, в прошлом году, а также тех граждан, которые 10 либо 20 лет назад прибыли в Российскую Федерацию. А есть ли документы для назначения пенсии на иностранном языке? Документы на иностранном языке принимаются в пенсионном фонде при нотариальном удостоверении их перевода. Если нотариус не владеет иностранным языком, то данный документ должен быть переведен переводчиком, а уже подпись переводчика свидетельствует нотариус. А вот, например, пенсионер переехал в Россию из Казахстана, да, вот предположим, и здесь ему будет выплачиваться российская пенсия?
Да, конечно, по месту прежнего жительства выплата пенсии прекращается, об этом выдается официальный документ. А здесь, на территории Российской Федерации, при условии его постоянного проживания, назначается и выплачивается новая пенсия. А вот переезд, обустройство и получение необходимых документов для оформления пенсии по новому месту жительства занимает немалое количество времени. Не получится ли так, что за какой-то промежуток времени он теряет пенсионное обеспечение? Как раз для этого и заключается соглашение между Российской Федерацией и бывшими республиками союзными, а также республиками стран СНГ, где предусмотрено, что выплата пенсии по новому месту жительства на территории Российской Федерации назначается и выплачивается с даты прекращения пенсии по месту прежнего жительства. Но не более чем за 6 месяцев до месяца регистрации по месту постоянного жительства в Российской Федерации. Еще хотелось бы отметить, что прежде чем принять окончательное решение при переезде в другое государство, лучше не сниматься с регистрационного учета, оформить и решить все вопросы, проблемы, а затем уже заняться переводом пенсии по месту постоянного жительства в Российской Федерации. Спасибо большое за нашу беседу, за то, что пришли к нам с утра. И я думаю, что многим ваши советы оказались полезными. Спасибо большое. Это 100%, потому что пенсия, она как будто бы далеко. Но она на самом И деле она началась. близко.